Первым вопросом члены правительства рассмотрели проект постановления о ведомственной среднесрочной целевой программе Министерства экономики. Речь идет о создании программно-аппаратного комплекса для обеспечения работы, анализа и планирования экономических показателей республики. Целями программы является совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности центральных и местных органов госуправления. В целях повышения эффективности составления и получения экономических индикаторов для формирования прогноза социально-экономического развития требуется внедрение программно-аппаратного комплекса. Как вам известно, у ряда уполномоченных органов Республики Абхазия формируются соответствующие программы, которые формируются на основании сбора информации от юридических и физических лиц, поступающих от их деятельности. Однако данная информация, она не формируется в режиме онлайн и не может быть сконцентрирована в одном ведомстве для более полного эффективного отражения реальной картины и своевременности предоставления данной информации. Именно для того, чтобы совершенствовать данный процесс, для более полного охвата хозяйственной деятельности субъектов экономики и предлагается поддержать такой проект постановления. Реализация программы пройдет в 3 этапа. Финансирование будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. На это выделяется 7 миллионов 353 тысячи рублей. Кабинет министров также утвердил порядок оказания услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками на территории республики и установил цену на бланк экскурсионной путевки – 32 рубля за 1 штуку. Мы будем регулировать нормы между турфирмами, экскурсоводом и конечным потребителем, нашим экскурсантам. То есть будут подписываться трудовые договора, либо в штатном расписании будут сидеть экскурсоводы и оказание услуг. На утверждение Кабинета министров также было вынесено административное соглашение между Министерством соцобеспечения и демографической политики и Министерством труда и социальной защиты России по применению соглашения между странами о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Общая сумма задолженности 2015 года составляет около 25 миллионов рублей. До сих пор остается у нас неурегулированным, нерешенным вопрос своевременной регистрации факта смерти граждан Республики Абхазия, также являющихся гражданами Российской Федерации, в связи с чем неустановленные лица продолжают снимать пенсии после смерти пенсионеров и получились излишне выплаченные суммы, которые необходимо возвращать Пенсионному фонду Российской Федерации. Общая сумма, если на сегодняшний день за период с 2015 года составила около 25 миллионов рублей. Данное административное соглашение также регулирует этот момент. В случае, если не представление гражданами сведений, либо представление недостоверных сведений повлекло излишнюю выплату сумм пенсий и доплат к ним по законодательству Российской Федерации и соглашению на основании запроса отделения Пенсионного фонда Министерства во взаимодействии с МВД, прокуратурой и другими органами проводит соответствующую работу. Но в случае, если в течение 1 месяца не возвращены данные средства, наша сторона министерство несет субсидиарную ответственность. То есть мы возвращаем в Пенсионный фонд эти средства, при этом у министерства остается право взыскивать от этих граждан, соответствующий наш бюджет, данные средства. В ходе заседания Кабинетом министров были внесены изменения в государственную программу социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Вице-премьер Кристина Азган отметила, что изменения касаются лишь некоторых пунктов постановления, в частности, корректировки целевых показателей. Непосредственно это касается среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике, среднемесячной заработной платы бюджетников, собственных доходов государственного бюджета и также пункт дополнен повышением собираемости оплаты за потребленную электроэнергию с учетом реализации
программы по установке приборов учета и недостижением тех целевых показателей, которые были предусмотрены ранее. Кабинет министров также внес изменения в ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2022 год. Изменения внесены в разделы «Объемы и источники финансирования программы» и «Необходимые ресурсы затрат, объемы и источники финансирования программы». По инициативе руководства Черноморэнерго на заседании также был вынесен вопрос об изменении в порядке формирования и применения цен, правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики. По словам Кристины Азган, данные предложения обусловлены тем, что после законодательного запрета на пользование майнинг-оборудования многие граждане устанавливают аппараты для извлечения криптовалют в частных домах. Объем потребления физических лиц непосредственно, где могут быть расположены данные машины или оборудование, идет повышенное потребление, а тариф применяется обычный, как для физических лиц. Поэтому предлагается внести данные изменения для того, чтобы мы могли регулировать данный процесс с точки зрения применения тарифной политики. Это также предложение было Минэнерго России. Они анализировали наши данные, и это же предложение было инициировано Черноморэнерго. Также были внесены изменения в порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установление предельных торговых надбавок, которое было утверждено постановлением Кабинета министров 1 марта 2022 года. Стало известно местонахождение тарелки, предположительно расписанной Пабло Пикассо, об утрате которой сообщалось ранее. Министр культуры Дауркова сообщил, что на данный момент она находится в Москве. Вопрос об отправке тарелки в Абхазию решается. Две картины Леже, так же как и тарелка, принадлежащие ранее литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулия, переданы в Национальный банк на хранение. Что касается тарелки, предположительно работы Пикассо, она в начале 2022 года была передана на проведение экспертизы в Москве. На сегодняшний день тарелка возвращена, и мы сейчас решаем вопрос ее доставки сюда, в Абхазию. И она также будет передана на хранение в Национальный банк. Мы сейчас договариваемся с сотрудниками, скорее всего, это будут представители Третьяковского музея. Мы их пригласим, сейчас ведем переговоры экспертов, чтобы здесь, на территории Абхазии, совместно с нашими экспертами была проведена оценка. На заседании также были рассмотрены и приняты решения по ряду вопросов земельно-имущественного характера. Обществу с ограниченной ответственностью «Феникс Групп» передан в аренду имущественный комплекс кирпичного завода. В постоянное пользование индивидуальному предпринимателю передается земельный участок площадью 2 гектара в селе Илыр Ачимчирского района для строительства гостиничных коттеджей. Объекты недвижимого имущества республиканского унитарного предприятия «Международный аэропорт Сухум» имени Ардземба передаются в собственность администрации Голрыбского района. Имущественный комплекс «Сухумское рыболовецкое хозяйство» включили в перечень объектов, подлежащих приватизации. Кабинет министров утвердил и условия его приватизации. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.